Гульмире Сейтумеровой, матери двоих детей, 35 лет. Забота о семье и близких наполняют ее жизнь огромным смыслом. Но ухаживать за детьми и выполнять работу по дому ей бывает сложно. 6 лет назад Гульмире Сейтумеровой поставили диагноз – сахарный диабет второго типа. Болезнь стала прогрессировать после потери сына. В 2019 году я, когда забеременела вторым, этот гестационный был в увеличенных цифрах. Была под наблюдением, и на фоне этого он родился преждевременно, на 34-й неделе. Выписали нас, 9 месяцев он прожил, и потом я вспоминаю, резко потерял сознание у меня на руках. Попали в реанимацию Белогорскую, и за ночь он умер. Это было в 2020 году. Сказали, отек мозга. И после его смерти у меня резко скакнул сахар. После долгих обследований, анализов, не смирившись с потерей сына, Гульмира Ханым решила родить еще одного ребенка. Врачи предупреждали ее о возможных последствиях, а также необходимости инсулинотерапии. Но, несмотря на все сложности, она рискнула и родила здорового ребенка. Сейчас 3 годика ему в садике. И с того времени у меня не падает после беременности. Я на инсулине. На этих гормонах я поправилась. Не ем, падает, трясет. Перекусываю, не то поднимается, опять надо колоть. Нормальной жизни нет. Это постоянно перекусы, постоянно у меня глюкометр с собой, инсулин. Я даже куда-то выезжаю, в первую очередь инсулин беру, не что-то там другое, инсулин. Каждый день Гульмиры Сейтумеровой – это борьба с недугом и его осложнениями. Падает зрение. За 2 года он начинался с -1, сейчас -2 на обеих. Уже за руль не сажусь. Любые болячки, знаете, они начали у меня долго заживать. Сильные головокружения появились. Прям тот раз Анашка хорошо была дома, я сама не заметила, я просто свалилась. Я не поняла. Я только успела «Ана!» крикнуть, она прибежала, я хорошо никуда не ударилась, встать не могла. Поехали к неврологу. Он говорит, это последствия сахара идет. В октябре в прошлом году у меня под мышкой что-то вышло. Он буквально за 3 дня превратился в абсцесс и так вздулся, загноился так, что я не могла руку отпустить. Выписка с операции. Хирург сказал, это все начинается осложнение. Но Гульмира Сейтумерова не сдается и ищет пути для восстановления здоровья. Ей удалось связаться с клиникой в Турции, которая дает шанс на выздоровление, и уже в мае готова ее принять. Хочу поехать в Турцию и прооперироваться. Там есть клиника, лечат диабет, именно операция интерпозиция подвздошной кишки называется. Я долго боялась. Операция стоит $7000. Туда, в эту сумму не входит переезд, дорога, перелет, это все не входит. Хочу собрать деньги, прооперироваться. Дети маленькие, хочу их сама воспитать, поднять на ноги. Сумма большая. Я бы хотела попросить помощи, кто неравнодушен, кто сколько может, помогите. Нет своих пока сбережений. После дженазе мы не смогли уже там находиться в этой съемной квартире. Все, что у нас было, собрали все в кучу, использовали маткапитал, влезли в кредиты, приобрели этот дом. Буквально в прошлом году закончили выплачивать и кредиты, и долгами, поэтому нужна помощь. Помочь Гульмире Сейтумеровой можно по реквизитам.